О рабы Аллаха, бойтесь Аллаха надлежащим образом и покидайте этот мир лишь только мусульманами. Как сказал об этом Всевышний Аллах. А после, дорогие братья, сегодня я бы хотел поговорить о такой болезни сердца, с которой начинаются все беды, которая является корнем, в принципе, греховности. Ее можно сформулировать одним словом – эгоцентризм, эгоизм, анания. Эта болезнь, этот вирус, ими были испытаны Иблис, фараон, Карун. И в принципе из-за этого именно был совершен первый грех. Было совершено убийство. А теперь более подробно об этом. Сам Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, говорил так: остерегайтесь того, что одолеет вас я, от меня, есть у меня, благодаря меня и так далее. Итак, эгоцентризм, эгоизм, он в принципе присущ человеческой природе. Каждый из нас, в первую очередь мы любим говорить о себе. Нам всегда кажется, что вся Вселенная должна крутиться вокруг нас. Это заложено внутри нас, оно есть. И с этим надо постоянно на самом деле бороться. Потому что это природа человека, как Аллах Субхану ва Тааля ее описывает. Инна линсана хулика галюа. Воистину человек создан нетерпеливым, и скупым, когда его касается добро, и скупым, когда касается его торопливым, когда касается его зло, и скупым, когда его касается добро. Иблис что сказал? Обратите внимание. Иблис сказал так. Когда Аллах Субхану ва Тааля ему сказал: «Каля ма манаака ла тасджуда из амартук». Что тебе запретило, о Иблис, совершить земной поклон Адаму, в знак почета, как ему велел Всевышний его Творец? Он что ответил? «Каля ана», я, обратите внимание на это слово, я, ана хайрун минху, я лучше него. «Халактани мин нарин, ва халактаху мин тин». Ты создал меня из огня. Огонь, нечто лучшее, нежели грязь. Огонь возвышается, а грязь внизу топтается. Или фараон, как сказал фараон: «Унада фирауну фи каумихи, кала я кауми, алейса ли, мульку Миср, вахадил анхар». Фараон воззвал к своему народу, сказал: «О мой народ, разве не мне, вот ключевое слово, принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите?» Или в другом аяте, как Аллах описывает: «Вакаля фир'аун я айюхаль маля». Фараон сказал: «О знать, я не знаю. О знать, я не знаю для вас ни иного Бога, кроме меня. О Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину я полагаю, что он является одним из лжецов». Там я, тут я, и все начинается с этого я. И Карун сказал так. Каля иннама. Карун был очень богатым, да, как известно. Очень-очень. Иннама утитуху аля ильмин инди. То есть он сказал про свое богатство, про свои деньги. У него было немеренное богатство. Он сказал: все это даровано мне, благодаря знанию, которым я обладаю. Неужели он не знал, что до него погубил Аллах целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Таким образом, дорогие братья и сестры, греховность, приводящая
к большим, малым грехам, даже к ширку, она вот в основе начинается вот с этого, с гордыни начинается. Начинается с гордыни. Гордыня же начинается с чего? Гордыня начинается с восхищения самим собой. А восхищение начинается с заявления «я». С эгоцентризма начинается. Это вот такая тонкая связь, которая порой, нафсу, неощутимая, невидимая, но мы ее должны постоянно чувствовать, эту нить. И постоянно должны себя воспитывать и останавливать. Потому что когда человек говорит «я», да это же я, это же, если бы не я, не было бы того-то. И неважно, знаете, этим испытываются все. В семье, в коллективе, в политике, где угодно, в бизнесе, в отношениях с друзьями, везде. Когда человек начинает отрицать те блага, то, что ему дал Аллах, в принципе, оттуда, отсюда, в конечном итоге же даритель благ, даритель успеха – это Аллах Субхану ва Тааля, а не мы. Так оно есть по сути. Он начинает это что? Он не видеть начинает это. Он начинает выпячивать свое «я» и слепнет. И это выпячивание «я» потихоньку к чему приводит? К восхищению. Восхищение приводит к гордости. Гордость приводит к гордыне. А гордыня – это уже грех. Грех серьезный. Что такое гордыня по определению? Всем известный хадис, да, когда человек пришел, сказал: «О посланник Аллаха, мне не хочется, чтобы кто-то, выглядел лучше, чем я. Вот мне бы хотелось, чтобы моя обувь была лучше». И упоминается в риваятах даже нежели ремешок моих сандалий. На что посланник Аллаха сказал, что это не из гордыни, само по себе это желание, да, выглядеть хорошо, красиво. Сказал: «Инна Аллаха джамиль юхиббуль джамаль». Поистине Аллах красивый, любит красоту. Однако гордыня в чем заключается? Высокомерие в чем заключается? Высокомерие заключается батаруль хак ва гамтун нас. Батаруль хак. Что значит батар? Батара – обрезал, урезал. То есть, когда человек правду, истину, должное установление от Аллаха начинает отрицать. Ва гамтун нас. Гамтун нас – это гамата, что значит опускать кого-то. То есть презрение людей. Когда человек начинает презрительно относиться к людям. И именно к этому приводит, как мы сказали, вот это «я». От меня, у меня же. Когда оно начинает что? Начинает в человеке мутировать, аж до гордыни начинает мутировать. Проходя определенный этап. Сначала восхищение, потом гордость. Гордость еще не грех. Восхищение еще не грех, имеющий явные последствия. Гордыня уже грех. Гордыня настолько серьезный грех, что человек, даже умеревший на таухиде, на ля иляха илляллах, не сможет войти в рай до тех пор, пока не очистится от этой гордыни. То есть он будет очищен от этой гордыни огнем. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла ядхулуль джанната ман кана фи кальбихи мithqala зарратин мин кибр». Не войдет в рай человек, в сердце которого есть хотя бы чуть-чуть, то есть даже семя высокомерия. Дорогие братья, как я уже упомянул, высокомерие, гордыня, в основе которого лежит «я», оно является основой именно греха даже всего человечества.
Это известная история с близнецами Кабилем и Хабилем. Да? Когда, всем известно, у первого человека, у нашего праотца и пророка Адама, алейхиссалям, рождались близнецы. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. И он женил, поскольку других людей не было, то есть от первой пары мальчик женился на второй паре, на девочке. Но эти братья Кабиль и Хабиль, они не смогли, вот начали конфликтовать. Кабиль сказал: я не отдам тебе свою сестру, то есть которая родилась со мной. Она не красивее, нежели твоя. Я не буду жениться на твоей сестре. Опять же сказал: я лучше тебя. И как упоминается в Исраилят, в риваятах, Адам, алейхиссалям, ему было велено отправиться в Мекку. В Мекку, к Каабе, к храму, к первому дому Аллаха. И он оставил самого старшего своего сына на тот момент, Кабиля, главным. Сказал Кабиль отцу: иди, отец, будь спокоен. Но между ними возник этот конфликт. Опять же, конфликт, основой которого является я. Отец доверил мне положение нашей семьи всего. Я старше тебя, о Хабиль. Моя сестра лучше, нежели красивее твоя. Почему я должен отдать тебе свою сестру? И так далее. И потом они решили, что сделать? Принести жертву, курбан. Кабиль принес жертву, как упоминается опять же в сообщениях, в риваятах, исраилятах, муфассиры их приводят. И мы их тоже приводим. Хаддису ан бани Исраиль валя харадж, если нет противоречий достоверным хадисам и текстам у нас. Он принес в жертву колосья. Но когда приносил жертву колосья, упоминается о том, что самый красивый колос он вытащил и сам съел. А Хабиль принес в жертву животное двухгодичное. Не упоминается какое. И Аллах Субхану ва Тааля принял жертву Хабиля. И после этого, но это было явным знаком, что Хабиль был прав, Кабиль был неправ. Он, вот это его эго, чем закончилось? Гордыня. Он не захотел это принять. Это же уже истина. Он отверг истину. Сказал: я убью тебя. Я убью тебя. И таким образом было совершено первое убийство, в принципе, на земле. Дорогие братья, в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Давайте задумаемся. То есть вот человек, да, по природе, сам по себе, он же на самом деле ничто. Вот почему это ничто гордится, впадает в высокомерие, гордыню и так далее. Вот эта мысль, мы ее должны себе оставить себе в глубине души, как предохранитель, знаете. Вот в сети, когда перенапряжение, что? Срабатывает предохранитель. То есть и все, и свет отключается. То же самое здесь. Вот этот предохранитель должен срабатывать в нас, когда наш эгоцентризм начинает набирать силу, и наш ум, разум начинает слепнуть, и мы начинаем впадать в гордыню. Задумайтесь над этими словами Аллах Субхану ва Тааля. «Халь ата аля инсани хейну мина дахр, лам якун шей'ан мазкура». Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной капли. Каждый из нас из капли. Можете себе подумать? Каждый из присутствующих из нас из капли. Подвергая его испытанию, сделали его слышащим и зрящим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. Пусть Аллах сделает нас благодарными. Один из величайших ученых, праведных предшественников сказал так: почему человек впадает в гордыню, тогда как он дважды, прежде чем выйти на этот свет, проходит через половые органы своих родителей. Один раз из отца, другой раз из мамы.
И пусть каждый из нас об этом помнит. Мы пред Аллахом на самом деле ничто. И мы должны всегда Его благодарить за Его милости и блага. И всегда свое вот это «я», которое выпячивается, ставить на место. И всякий раз, когда ваша душа будет склонна к тому, чтобы выпячивать свое «я», пытайтесь ее остановить. Захочете сказать «я», да я ж такой-то, лучше скажите «я грешный раб Аллаха». Я ошибающийся раб Аллаха. Если есть успех, то он от Аллаха. Если есть ошибки, то он от меня, как это делали праведные халифы. В том числе, в частности, Умар ибн аль-Хаттаб. Он всегда так говорил. То, что правильно, то от Аллаха. А то, что ошибочно, то это от Умара, от меня. Поэтому наилучшее употребление слов «я» в контексте должно быть «я раб Аллаха». Я раб грешный, я ошибающийся, я и спрашивающий прощения. Успех лишь от Аллаха. И в таком же ключе, и в таком же духе. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас благодарными своими рабами. Теми, кто не впадает в гордыню. Теми, кто далек от этого всего. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас смиренными, покорными рабами Аллаха. وَإِنِّي دَاعٍ فَأَمِّنْ